заседания был выбран в высшую должность республики – председатель Палаты Республики Государственного собрания Республики Саха-Якутия. Деятельность Василия Васильевича Филиппова в высшем органе государственной власти республики способствовала укреплению авторитета Государственного собрания как Якутии, так и за ее пределами. Сегодня и завтра в городе Якутске проходят Дни горного улуса, в рамках которых вот сегодня начинается первое мероприятие – это возложение цветов к мемориальной доске Василия Васильевича Филиппова, который родом из горного улуса села Мытах. Дальше завтра будет стратегическая сессия, посвященная теме развития горного улуса, где будут участвовать земляки, уроженцы горного улуса и, надеюсь, представят интересную картину дальнейшего развития будущего горного улуса. Да? Далее вот в Академии наук намечается встреча тоже земляков в стенах Академии, где будет круглый стол. мероприятияларга Василий Васильевич бүтін ақта тұрабыд. Бияқа өттек бұл бияқалан бия университет бүтін қалайына ақпыта. Василия Васильевича, те, кто его хорошо знал, они его знают не только как хорошего организатора, ректора, создателя первого президента Академии наук, а также государственного деятеля. Его знают как ученого, специалиста в области прочности и надежности металлоконструкций. Это было основное направление его научной деятельности. Вот ему так вот повезло, что как лучшего студента его направили в МИСИ. Создалась большая научная школа. Вот, под его непосредственным руководством было подготовлено достаточно много кандидатов технических наук, доктора наук, которые стали основой, ядром научной школы, научно-практической, я бы даже сказал, школы в области надежности металлоконструкции. Но мы прежде всего говорим о зданиях, которые построены с использованием металлических каркасов, пролетных строений, ферм, колонн. И они... Это действительно по его учебнику вся Россия учится. Да, это так. И, соответственно, расчет снеговых нагрузок, которые приходится на этот конструктив, это все было создано благодаря тому, что Василий Васильевич обучился в МИСИ, сколотил вокруг себя коллектив молодых единомышленников, учеников, и создали такое большое направление, которое сейчас стало, скажем так, основным драйвером развития современного инженерно-технического института в университете. Спасибо. Выдающегося государственного политического деятеля. Вчера состоялась церемония вручения грантов главы Республики Саха-Якутия молодым ученым, специалистам и студентам Республики Саха. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики, из 39 заявок были отобраны 10 победителей, каждый из которых получит грант в размере 500 тысяч рублей каждый. Гранты позволят молодым ученым осуществить свои научные проекты. 10 грантов главы Республики Саха-Якутия молодым ученым, специалистам и студентам в размере 500 тысяч рублей каждый. Очень знаменательно, что буквально в преддверии Дня Республики мы сегодня вручаем гранты главы. Вы знаете, что Республика Арсений Сергеевич Николаев, глава Республики, уделяет огромное внимание развитию науки. Поддерживаем различные направления, мероприятия. Вы знаете, что создано 13 молодежных лабораторий, 7 лабораторий в Якутском научном центре, 2 лаборатории в рамках НОТ «Север», в которых работает 95 человек. Да? И также в Институте миростроения создана молодежная лаборатория, да? И в Северо-Восточном федеральном университете создано 5 молодежных лабораторий. Да? Ну и, конечно, мы приняли программу комплексного научных исследований, которая включает в себя порядка
19 различных исследований. Мы эту ежегодно финансируем. Да, и вы знаете, что на федеральном уровне президентом страны поддержано и принят указ новый, да, новая программа научно-технического развития Российской Федерации, да, это 28 февраля. Тоже на своем уровне принять свои нормативные документы, постоянно увеличивать поддержку науки, да, в том числе и привлекать, стимулировать, чтобы в науку шли молодые люди. Пользуясь случаем, призвать научную общественность, ну и, конечно, в первую очередь молодых ученых, в сторону прикладных решений, какие-то прикладные вещи, которые нужны сегодня стране, нужны республике, нужны экономике республики, народному хозяйству. Конечно, ваши исследования хотелось бы направлять в эту сторону. Правительство республики, предприятия народного хозяйства могли использовать ваши исследования в практических целях. И, конечно, много вопросов по геологоразведке, по экологическим вопросам, по освоению Арктики, по транспорту, энергетике. Вот сейчас тоже разговаривали по вопросам развития энергетики. Время у нас сейчас непростое, но наука была всегда востребована во все года. Поэтому еще раз вас поздравляю. Считаю, что это как раз-таки результат, значит, конечно же, личный ваш, да, в первую очередь, но и в том числе результат работы системы образования. Да, то, что мы, начиная со школьной скамьи, начинаем готовить будущих ученых, проводим различные конференции, в них очень массово участвуют наши и начальные классы, и среднее звено, высшее, старшее звено – это уже практически применение свое науки. Да? Они пытаются, старшеклассники наши, уже изучать какие-то научные направления и достигают определенных успехов. В том числе же разработки, самое главное, нашли отзыв в научном сообществе и в тех отраслях экономики, где вы, значит, работаете, исследуете. Много проектов в этом году было представлено в части развития Арктики. Нам бы хотелось, конечно же, чтобы, значит, расширялись эти направления так, чтобы мы могли помочь научными своими познаниями многим отраслям экономики нашей республики. Итак, хочу пожелать вам доброго здоровья, успеха, и все у вас получится. Спасибо. Видите, да, что наука уже востребована. Наука, она производительная сила. И наука в этом рыночных отношениях найдет себе путь. Ибо раньше наука не была в рыночных отношениях. Поэтому в этом рынке вы сами себя должны предложить. И мы планируем, да, и будем этот вопрос продвигать. То, что здесь у нас в Академии наук есть у нас Объединенные ученые советы, 5 лет, есть у нас по всем наукам направлениям, есть у нас президиум, и будем рассматривать и предложим как бы связанное с научными школами, которые у нас есть, чтобы тематику, необходимую, нужную тематику, и вы по тематике будете защищать кандидатские, докторские, за что, да, будут, конечно, вознаграждения. А сейчас республика без науки никак не может существовать. В наших экстремальных условиях холода, Арктики, это очень сложные у нас условия, но мы их должны сделать чем? Это преимуществом нашей. Республика должна стать недроперерабатывающей. Вот какая задача. 100 лет мы жили как недородобывающие, сейчас стоит задача стать недроперерабатывающей. Есть очень выдающиеся у нас ученые, добившиеся больших результатов. Вот академик Хохлова Алина Алексеевна, которая именно непосредственно использует такую сложную науку, как химия, предлагает патенты и внедрение технологий. Вот Сергей Вячеславович Попов, академик, вице-президент, у него очень интересные доклады и по математическому моделированию. Мы одни из лидеров. Он обучал многих, и вот ребята добились единорогами и так далее стали. Теперь стоит задача, чтобы
наша Якутия была привлекательна. Пространственное развитие нашей Якутии и Арктики, территория дыхания двух океанов. Вот что вас ждет. И у вас вообще безошибочное будущее, если вы опираетесь на науку. Потому что КНИ-2 финансово вот сейчас уже подписано. Нашим заместителем председателя глава подпишет, да, и уже КНИ-2 121 миллиона вы будете работать в этом поле. А сейчас КНИ-3, первыми Якутийской области указ, то у вас вообще, вы будете нацелиться на КНИ-3, у вас будущее науки. И самой престижной профессией будет профессия научного сотрудника. Поэтому вот у нас впереди безоблачное будущее, как сегодняшний ясный день. Здоровья вам, успехов и с наступающим Днем Республики. Грант главы Республики Саха-Якутия Васильеву Андрею Петровичу, Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета, Оконешниковой Алене Константиновне, доценту кафедры хирургические болезни и стоматология, дипломного обучения врачей Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, Малышевой Нинель Васильевне, ведущему федерального университета, Тотовой Юлии Валерьевне, младшему научному сотруднику лаборатории полимерной композиции для Северо-Восточного федерального университета Слепцову Игорю Витальевичу, старшему научному сотруднику Института биологических проблем природоохраны Сибирского отделения Российской академии наук, обособленного подразделения Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Федорову Святославу Игоревичу, младшему научному сотруднику лаборатории Человек-Арктики Института гуманитарных исследований и проблем молодежных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, Федоровой Айталине Родионовне, младшему научному сотруднику Человек-Арктики Института гуманитарных исследований и проблем молодежных народов Севера Петрову Николаю Вадимовичу, доценту кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервисного факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Научные направления, по которым были сегодня выиграны гранты главы Республики Саха-Якутия, дают нам основание полагать, что спектр молодежных научных исследований достаточно разнообразен. Повышение научного потенциала молодежи является первостепенной задачей национальной политики страны в области науки, технологий и исследований. Вчера, 25 апреля 2024 года, на заседании Президиума Академии наук рассмотрен вопрос о дате проведения общего собрания Академии. Напомним, что именно в этот день будет проходить процедура тайного голосования по кандидатурам новых действительных членов Академии. Президиум рассмотрел вопрос о завершении приема документов, регистрации кандидатур на вакансии действительных членов и рекомендации их рассмотрения на объединенных ученых советах, которые начинаются буквально уже сегодня и продлятся до 7 мая. То надо было перенести эту дату. Кто за? Кто против? 3 года, да? Пункт 1.3 гласит, что ОУС образуется из числа действительных членов Академии наук. 2024 года 9 часов 30 минут время, да? Утвердить обновленный состав ОУСов Академии наук Республики Саха-Якутия по приложению. Хорошо? Главой учредителем Академии наук Александром Сергеевичем Николаевым было согласовано решение о проведении выборов действительных членов Академии наук на 5 вакансий. Объявление выборов было размещено на сайте Академии наук и средствах массовой информации. Установлены сроки. Прием документов завершен 24 апреля 2024 текущего года.
поступили документы от 8 кандидатов. Гуманитарные науки по направлению развития языков народов Севера доктора педагогических наук Феодосии Васильевны Габышевой и от доктора филологических наук Надежды Ивановны Даниловой, физико-математические науки, вычислительная математика от доктора физико-математических наук Василия Ивановича Васильева и доктора физико-математических наук Леонида Трофимовича Ксенофонтова, сельскохозяйственной науки, физиологии, сельскохозяйственных животных с ограничением по возрасту до 60 лет от доктора биологических наук Валерия Иннокентьевича Федорова, медицинские науки, инфекционные болезни с ограничением по возрасту до 60 лет от доктора медицинских наук Снежаны Спиридоновны Слепцовой, исторические науки, отечественная история с ограничением по возрасту до 60 лет от доктора исторических наук Андрея Афанасьевича Борисова и доктора исторических наук Татьяны Ильиничны Бояковой. С документами ознакомить секретарь Президиума Академии наук Людмила Панкратьевна Шадрина. Все качественные и количественные, будем говорить, параметры. Хочу только отметить, что все они тщательно проверялись. В 2021 году. В 2022 году объявили о победителях 19 проектов, 6 из которых по отдельным научным группам, а 13 по малым отдельным научным группам. У нас, поскольку в этом году заканчивается реализация 6 проектов, которые были начаты в 2022 году, трехгодичные, по 7 миллионов рублей, то мы в этом году должны включиться на объявление новых конкурсов. Разрешите мне поприветствовать всех на таком беспрецедентном по масштабам онлайн семинаре, который проводится учреждением модератором Академии наук Республики Саха-Якутия, и сказать пару вводных слов. Семинар наш, как вы знаете, называется «Агрохимическая наука и агрохимическая служба Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Урала как тандем в повышении урожаев и почвенного плодородия». Посвящен наш семинар приближающемуся, отмечаемому в этом году 6-летию агрохимической службы России под эгидой 300-летия Российской Академии наук. Урала, Татарстана, Екатеринбурга до Дальнего Востока, Приморья, Сахалина и Камчатки до Арктики. Арктику представляет наш регион, Республика Саха-Якутия. Все мы в этой сфере профессионалы. Хотелось бы подчеркнуть, что у нас на нашем формате участвуют 4 академика Российской Академии наук, 6 член-корреспондентов Российской Академии наук, 15 докторов наук по этому профилю и около 15 кандидатов наук и специалисты высшей квалификации агрохимической службы Российской Федерации 20 регионов. Также с нами на онлайн-связи находится Терберген Рыспекович, который представляет страну Казахстан и Казахский государственный университет. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Позвольте поприветствовать всех участников научно-практической конференции. Дмитрий Николаевич, и позже жизнь не стоит на месте.